мусорных контейнеров и, в общем, на территории Октябрьского района, об этом поподробнее расскажут аким Октябрьского района города Бишкека Разавир Джаныбек Аманович, заведующий отделом контроля по Октябрьскому району муниципальной инспекции мэрии города Бишкек Керимов Касымбек Алыбаевич и директор муниципального предприятия «Казалык» Алиев Рамиз Гюльянович. Пожалуйста, Кыргызча кылып тур, анан орусчасын берели. Микрофон. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Октябрь администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы акыркы учурдагы катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу боюнча маселелер, ар кандай социалдык тармактарда чыгып аткан маалыматтарды тактап, анан мына өзү жооп береличи деп ошол маалымат берип жатабыз. Ноябрь 2022 жылы ноябрь айында Октябрь администрациясынын тарабынан сынак жарыяланган ошол катуу тиричилик калдыктарды чыгаруу боюнча. Ошого жараша сынактын негизинде Бишкек Втор ресурс компаниясы, жеке компаниясы ошол сынактын жеңүүчүсү болуп табылган. Анан ошол сынакка жараша конкурстук талапка жараша 2023 жылдын 1 январынан тарта ошол Октябрь району боюнча катуу тиричилик калдыктарды чыгаруу боюнча, мындайча жөнөкөй сөз менен айтканда, мусорду чыгаруу боюнча ошол жеке компания чыгара баштаган. Ошол жыл башынан баштап эле бизге көптөгөн социалдык тармактар аркылуу жарандардын кайрылуулары көп келип атты. Баардык массалык маалымат каражаттар аркылуу көп эле кайрылуулар келип атты. Бул компания жеке тилекке каршы биз ойлогондой жана биз талап койгондой кызматын аткара албай калышты. Жана көптөгөн администрация тарабынан көптөгөн кайрылуулар болуп атты, элдин кайрылуулары болуп атты. Бул сапатын өзгөртүү боюнча, убактысында чыгаруу боюнча, бирок тилекке каршы бул Втор ресурс жеке компания бул ишти аткара албай койду. Ага чейин 5 жолу, 6 жолу кат менен кайрылдык. 6 жолу, 8 жолу акт түзүп, ошол эмесин калдыктарды чыгаруу боюнча, контейнерлерди тазалоо боюнча, контейнерлердин тегерегин шыпырып тазалоо боюнча анын баарын түзүп аттык. Муниципалдык инспекция тараптан 21 акт түзүлдү. Бирок тилекке каршы бул Бишкек Втор ресурс компаниясы бунун баарын талабын бунун баарын аткарбай, анан биз 14 июнь 2023 жылы бир тараптуу келишимди биз буздук. Буга чейин көптөгөн элдин кайрылуусу болуп атты. Элдер баары билет, ушул Октябрь районунда бүт контейнерлердин баары мусор болуп кеткен, тегерегинин баары айптан кир болгон, контейнерлердин жана мусорлук контейнерлердин акыбалын аябагандай бир бузуп салышкан. 1194 бизде ошол Октябрь району боюнча 1194 контейнерибиз бар мусорный, 200дөн ашык мусорный площадкабыз бар. Ошонун баардыгы договор менен болсо булар тазалап туруш керек эле, бир 10 метр тегерегиндегин баарын алып туруш керек эле. Ошол контейнерлерди оңдоп түзөп, краситетип, сырдап, ошол площадканын баарын тазалаш керек эле, алаяктын баарын оңдоп түзөп, сырдаш керек эле, жууп туруш керек. Бирок тилекке каршы мунун баарын кылган жок бул компания. Ошого жараша биз бир тараптуу келишимди буздук. Анан 15-ден баштап биздин Октябрь району боюнча ошол калдыктарды, катуу калдыктар тиричилигин чыгаруу боюнча биздин тазалык муниципалдык ишканасы аткарып жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир кыска убакыт эле ошол тазалык муниципалдык ишканасы 50дөн ашык контейнердин баарын, мусорный площадканын баарын оңдоо түзөөсүн уже башташты. Ошол 1194 мусорный ящиктерден, контейнерлерден, мусор
контейнерлер. Ошонун бир 80%-ын ошол жеке компаниябыз колдонуп атып, бүт баарын талкалап сашкан. Ошонун баарын азыр мына оңдоо түзөө иштери башталды. Кудай буюрса, бир кичине бир убакыттын ичинде биз баардык эменин баарын иретине келтиребиз. Мындан ары биздин Октябрь району боюнча катуу калдыктардын тиричилигин чыгаруу боюнча тазалык муниципалдык ишканасы гана аткарат. Азыркы учурда Бишкек Тор ресурс менен бизде азыр соттук иштери жүрүп жатат. Анын өзүнүн мыйзамы бар, мыйзам чегинде баардыгы өтүп турат. Менде ушул кыска маалыматым ошол. Калган немелерибизди ойсочу мына биякта тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчилиги жана муниципалдык инспекциясы калган жооп берет. Здравствуйте, уважаемые наши горожане, уважаемые представители средств массовой информации. Как вы знаете, с ноября 2022 года вывозом твердобытовых отходов по Октябрьскому району был заключен договор по вывозу с частной компанией Бишкек Турресурс. И согласно условиям договора с января 2023 года Бишкек Турресурс должны были производить вывоз твердобытовых отходов с Октябрьского района. К сожалению, эта компания не смогла своевременно, добросовестно, качественно выполнить свои обязанности, учитывая обращения, многочисленные обращения наших граждан, жителей Октябрьского района. Обращения были в социальных сетях, в средствах массовой информации, устные, письменные обращения. Мы с 14 июня 2023 года расторгли в одностороннем порядке договор с ОСО Бишкек Вторресурс по вывозу твердобытовых отходов. И начиная с этого периода вывозом твердобытовых отходов по Октябрьскому району осуществляет муниципальное предприятие Бишкек Тазалык. В Октябрьском районе около 200 мусорных площадок, 1194 мусорных ящиков. Во время эксплуатации частной компании этих мусоров почти 85-90% они пришли в негодность. 200 вот этих площадок по условиям договора они были должны в окружности 10 метров прочистить, вымыть, покрасить, но это, к сожалению, этого не было сделано. И наша администрация, муниципальная администрация Октябрьского района вынуждена была расторгнуть договор с Бишкек Турресурс в одностороннем порядке. В настоящее время с этой компанией у нас судебные разбирательства. Это все будет в рамках законодательства. Уже сразу видно, что начиная с периода, когда начал уже осуществлять вывоз мусора Тазалык, мы уже отремонтировали порядка 35 площадок. Там поменяли колеса, по-моему, в 80 мусорных ящиках. И это будет работа продолжена. И в течение короткого времени мы упорядочим данный процесс с помощью совместно с муниципальным предприятием Тазалык. Я вкратце все. Скажите, пожалуйста, кому, вот я вот житель теперь, Октябрьского района, скажите, пожалуйста, кому оплатить, почему? Вот Последнее время, да, во всех... Люди заплатили и туда, и сюда. Я закончу, ладно, и туда, и сюда. Меня вчера встретил сосед, держит 2 квитанции, говорит, я туда и туда заплатил. А что дальше? Я сказала, извините меня, пожалуйста, я не буду платить, пока вы там не разберетесь. Мне без разницы, кому платить. Решите вот все Тазалык, я буду платить Тазалыку. Решите, что БВР выиграет суд, платить БВР, значит, я буду платить БВР. Кому сейчас платить? Потребителям, абонентам? Последнее время мы тоже видим, что
приходит нашим гражданам, жителям Октябрьского района 2 квитанции. Одна квитанция приходит с БВР, Бишкек туристов, другую Тазалык. Я как глава администрации Октябрьского района говорю, что необходимо платить только в Тазалык. Это наше, а остальное это все в судебном процессе. Все будет, наши отношения с БВР идут в настоящее время судебное разбирательство. Поэтому платить необходимо только в муниципальное предприятие Тазалык, по счетам Тазалыка. Да, в первоначальное время, конечно, будут счета каких-то, может, непонятно эти, но по всем этим вопросам мы готовы ответить, и Тазалык готов ответить, и мы будем отвечать. Это все мы, конечно, это все приведем в порядок. В настоящее время платить необходимо только в Тазалык, еще раз повторяюсь. Андрей Камалович, почему, да, простите мою настырность, почему я спрашиваю, вы не так давно назначены акимом нашего района, в прошлом году была схожая ситуация, но с Комтранскомом, да, то есть когда как раз вот это был опять мусорный завал, там мы боролись все лето с мусором, и в итоге также Комтранскому сказали не справляется с работой, их как бы попросили, потом они тоже начали приходить 2 платежки, потом Комтранском сказал нет, все-таки по суду они выиграли, по-моему еще месяц отработали или 2, и потом уже они сами или их ушли, или они сами ушли, там история умалчивая, да, ну то есть это опять было 2 платежки, и потом людям говорили, мы ваши деньги с Комтранскомом будем перекидывать на Тазалык, а Тазалык говорил, что мы будем перекидывать на Комтранском. То есть это уже просто второй раз такая же ситуация, вот один в один. И в прошлый раз мы потом нас опять дали обслуживать Комтранскому, который нас несколько месяцев опять вывозил, ну наш мусор, и потом опять передали Тазалык. Это да, такая ситуация была, но я еще раз повторяю, что впредь такой ситуации не будет. С недавних пор, почти 30 лет не было того, чтобы в Тазалык вот эти техника, 30 лет не было, чтобы новая техника. Сейчас нам Тазалык предоставит более 10 машин, они круглосуточно работают. И Тазалык это справится, это я уверенно могу говорить. Да, конечно, до этого были такие ситуации, но с приходом Тазалык это все мы сейчас через некоторое время, короткое время, мы все это упорядочим и впредь будем работать только с Тазалыком. Давайте сейчас выслушаем всех, потом это вопросы, да? Или на вопросы можем отвечать? Не, спокойно. В принципе, Аким Вы ответил. расскажите Да, я ситуацию, тоже могу уже сказать. повторите, потому что там будет слушать. На каком языке переносить? А? На русском, на кыргызском? На 2 языках. Так, ну давайте, наверное, сначала продолжим, да? Так, ассаламу алейкум барнарга, приветствую всех. Я бы тоже хотел, как директор муниципального предприятия Тазалык, разъяснить ситуацию, в которой сейчас оказался Октябрьский район. Но я буду разъяснять только ту часть, которая коснулась непосредственно Тазалыка. Это первое, это 2 квитанции. Да, сейчас действительно жители Октябрьского района получают 2 квитанции. Эту ситуацию я обсуждал лично с директором, с учредителем предприятия БВР. Мы знали, что изначально будет такая ситуация, поэтому с моей стороны было предложено ему, давайте так сделаем. Тазалык выставит счета, хотя, если по справедливости ради, Тазалык с 14 числа осуществляет вывоз мусора. Все, что до 14 числа предлагалось со стороны Тазалыка БВРу, потом, после получения денежных средств, население перевести ему на счета. Но БВР отказался. Вот. БВР отказался, и вот это все вылилось в сегодняшнюю ситуацию. Я вот согласен с журналистом, который говорит, да, нам, а что делать, я согласен. Жителям разницы нет. Им главное, чтобы вовремя вывозили мусор, и чтобы приходила адекватная квитанция. Вот. Теперь касательно Тазалыка еще есть 2 момента, которые... Это первый, это порча контейнеров. По порче контейнеров я уже до этого опубликовал в сетях видео, делал разъяснения. И вот сейчас опять. Буквально сегодня мы закончили инвентаризацию контейнерных площадок и самих контейнеров. То есть, вы знаете, когда входил БВР в январе месяце, со стороны Тазалыка был заключен договор с БВРом на аренду контейнерных площадок и контейнеров.
Мы им по акту передали, это вот 1194 контейнера, более 200 контейнерных площадок, с фотофиксацией, с видеофиксацией мы им передали. Но где-то уже с февраля, с марта месяца мы стали наблюдать картину, когда, вы, наверное, сами тоже видели, что все наши контейнера помятые, изуродованные, все не осуществляется должным образом ремонт. По данному факту со стороны Тазалыка два раза было направлено письмо. У меня есть все письма, я могу предоставить журналистам. 2 раза о том, чтобы осуществить обратно акт прием передачи. О том, что у них их машины просто не предназначены для того, чтобы пользоваться нашими контейнерами. Это будет долго, но я объяснял. Есть 2 типа контейнеров. Это евроконтейнер и конусный контейнер. У них машины предназначены для погрузки конусных контейнеров, но никак не евроконтейнеров. Это вот говоря простым языком, с колесами контейнер и без. Но несмотря на неоднократные письма, БВР никак не реагирует. Более того, в ходе акта было выявлено, что 51 контейнер на сегодняшний день не хватает. То есть мы не можем досчитаться 52 контейнера, 52 контейнера. По данному факту также было направлено письмо со стороны Тазалыка, БВР, пойдемте, покажите, где эти контейнера находятся. Кроме того, как вы знаете, по правилам благоустройства данные контейнерные площадки должны дезинфицироваться, обрабатываться, краситься, быть в надлежащем состоянии. И вот эти все претензии нам БВР были выставлены. БВР, покажите, с начала года по май месяц, по-моему, 20 мая они начали красить более-менее контейнера, по 20 мая какой хоть один контейнер был покрашен. Кроме всего этого, с января месяца по сегодняшний день за аренду контейнеров, согласно договору между БВР и Тазалыком, должно было около 800 тысяч сомов поступать в бюджет Тазалыка. На сегодняшний день ни тыина, ни сома со стороны БВР не поступило. Мы неоднократно их приглашали на свои площадки, чтобы они, как бы этот вопрос рассмотреть. Потом вот, пользуясь случаем, я вот уже, наверное, журналисты знают, сам социальный человек, часто в социальных сетях сижу, и поэтому вижу угрозу, хотел сказать, наверное, ту информацию, которая поступает со стороны БВР. Они говорят, что вот контейнера – это не наши машины МНОТ, а машины Тазалыка. Вот я обращаюсь к всем журналистам. Давайте проведем эксперимент. Давайте 10 контейнеров поставим с левой стороны, 10 контейнеров с правой стороны. Позовем представителей БВР, представителей Тазалыка. Одну часть мои ребята загрузят, одну часть они. И мы тогда определим, кто эти контейнера погнул, изогнул и привел в негодность. Еще эти контейнера, я вот отмечаю, что они все кредитные. До 28 года Тазалык обязан выплатить кредит. Вот, кстати, 12 миллионов подошел срок, мы до 20 июня должны второй транш выплатить. Там в год 2 транша. И вот я призываю БВР. БВР, давайте, вот, чтобы люди не мучились, общественность не гадала, кто прав, Тазалык или БВР, давайте проведем эксперимент. Потом, вторая часть. Вот я вот просил видео, да, вот отлично. Вот предыдущую можно фотку, да, если можно. Сейчас контейнера находятся примерно вот в таком состоянии. Вот примерно. Я готов комиссионно, готов с журналистами, готов в прямой эфир выехать, посмотреть, в каком состоянии оказались контейнера. Это 1194 контейнера, каждый из них 25 тысяч сом стоит. Это 20 миллионов на ветер выброшено. Вот предыдущую фотку. Вот контейнера, это все последствия погрузки боковой машины. Вот что он сделал. И самое интересное, следующая фото. Мои ребята сейчас загружают их в машины, везут на базу, так как сварочные работы нужны. После сварки привозят обратно. И вот это один из процессов загрузки, когда мои ребята грузят их в машину, со стороны БВР была фотофиксация, и потом выложено в интернет, Тазалык забирает контейнера, а вместо них привозит старые. Опять говорю, готов на эксперимент, готов на оперативный эксперимент. Давайте вместе, у каждой машины оборудована GPS-датчиком. Давайте вместе посмотрим, когда, с какой точки я эти забрал, куда их отвезли, на какую точку, через какое время их обратно привезли. Хотите, камеры с видеонаблюдения предоставлю. Это касательно БВР. И последний вопрос касательно обвинений, это в том, что сейчас в средствах массовой информации как бы Тазалык публикует, вывозим, мы говорим, мусор. БВР говорит, нет, вывозим мы мусор, говорит.
Здесь, конечно, я еще раз говорю, жители к этому никакого отношения не имеют. Жителю разницы нет, кто вывозит, какую машину, он не специалист. Но раз уж это все вылилось в средства массовой информации, раз уж это все такой вот огласке придалось, опять призываю компанию БВР, когда-то мы с вами дружили, давайте вот постараться, соберемся. Ваши машины все оборудованы датчиком ДУТ. Это датчик учета топлива. Аналогичная программа стоит у меня. Я готов поменяться кодами. От своих машин КД предоставить БВРу. Пусть он посмотрит, сколько раз я убрал Октябрьский район с 14 числа. БВР пускай предоставит мне коды. А там вот прям все видно, где какая машина. И вторая часть. Выйдем на полигон, либо куда они вывозят, если они говорят, нас на полигон не пускают. Куда это? Это 100 тонн в день. Октябрьский район около 100 тонн в день мусора возится. Куда? Тогда пускай покажет, куда. Пойдем возьмем оттуда данные и слечимся. И просто на основании этих данных тогда уже посмотрим. Действительно, может быть он тоже вывозит 100 тонн в день. Может быть, он тоже имеет право на получение денег с жителей Октябрьского района. Это касательно части, где, к сожалению, негативно используется информация в отношении МП «Тазалык». В отношении. И касательно покраски и самого надлежащего вида контейнерных площадок. Контейнерные площадки сейчас мы, вот некоторые журналисты говорили до этого, что они живут на Октябрьском районе, они идут собрать. Сейчас мы ежедневно одну улицу приводим в порядок. Наши контейнеры, которые после 14 числа, все перекрашиваются в зеленый цвет. Это отчасти мы еще делаем специально, чтобы отличить контейнера после покраски и до. Там плакат определенный, в зеленый такой салатовый цвет. И жители Октябрьского района, но вы же видите, ежедневно как минимум одна улица прибавляется вот в зеленый цвет. И вот пользуясь случаем этой официальной пресс-конференции, я бы хотел БВР призвать все эти данные сличить и, наконец, поставить точку. И еще последняя вещь. Я, честно признаться, не хотел этого всего говорить, но учитывая тот факт, что я являюсь бывшим оперативником, 10 лет все-таки этому отдал, и хочу и правоохранительные органы, чтобы обратили внимание на это, пользуясь случаем, так как когда-то я сам сидел, собирал материал с официальных пресс-конференций. Говорю лишь только потому, что БВР задевает честь и достоинство Тазалыка. Он обвиняет нам в том, что сотрудники Тазалыка не убирают. В любое время, круглые сутки, мои ребята находятся на территории Октябрьского района. Итак, БВР. Те факты, когда вы сейчас собираете деньги с населения, это вы собираете их якобы за оказываемые услуги. Я готов, если правоохранительные органы нас услышат, если по данному факту возбудится уголовное дело, я готов провести оперативные и следственные эксперименты, с ними вместе, участвовать, а не провести, извиняюсь, участвовать. Потому что со стороны БВР было сказано, что они являются инвесторами. Тогда такой вопрос к ним, уважаемые журналисты, вы можете тоже задать вопрос. С момента того, как они пришли в Октябрьский район, инвестор – это же тот, который осуществляет инвестиции, сколько единиц техники или какое количество людей было, единиц техники приобретено, нанято людей в рамках этого инвестиционного проекта. То есть БВР же до этого тоже Октябрьский район обслуживал. То есть обслуживал он частников, хозсубъекты. После того, как ему отдали население, сколько единиц техники он закупил. Либо БВРу, либо пускай покажет, а сколько у него единиц техники. Кроме того, вы знаете, к сожалению, в Тазалыке очень много всяких еще и внутренних проблем, которые связаны с бывшим руководством Тазалыка. И опять, уважаемые журналисты, можно обратиться к БВРу и спросить у них, кто у них сейчас директор по производству? Просто поставить точки все над «и», кто у них директор по производству и как они осуществляют вывоз. Так, спасибо. Ошон мамлекет тилде айтыш керек, Вопрос, Жанбек Иванович, извините, пожалуйста, вы просто не ответили. А что будет с теми, кто оплатил, да, это небольшая сумма, там тариф, да, кто уже оплатил БВР, и
кто платил тазалыку, если вдруг суд встанет не на вашу сторону и скажет, нет, все-таки должен обслуживать БВР, и, пожалуйста, вот кто уже оплатил Так, эти если же деньги? то, что заплатили БВР, они БВР обязаны вернуть нашим гражданам. Если так получится, если вы же говорите, что если суд примет их решение на их сторону, то готов, тазалык в принципе готов же, правильно? Перерасчет сделать. Никакого этого нет. Но еще раз говорю, что впредь вывозом твердобытовых отходов по Октябрьскому району будет осуществлять только муниципальное предприятие тазалык. Никаких вот таких компаний мы не будем впредь допускать. Потому что опыт горький, к сожалению, горький опыт показал, что такими требования нужно, конечно, жесткие ставить, но впредь это будет только муниципальное предприятие тазалык. Спасибо. Подождите, я вот добавлю, да, отвечу на вопрос. Действительно хороший вопрос был по поводу оплаты. Вы знаете, когда в январе месяце тазалык передавал базу, абонентскую базу БВРу, это был январь месяц, то есть мы передали базу БВРу. БВР работал до 14 числа, и в идеале БВР должен был к нам передать базу, уже актуальную. Потому что за полгода, у нас актуальная база на январь месяц, за полгода с января по 14 июня, конечно, есть кто сменился состав семьи, есть и люди, которые вышли на пенсию. Когда сейчас тазалык раздал квитанции, нет, вот за эти полгода нету сведений данных. Но я вот заявляю, как директор этого ведомства, что мы готовы сделать перерасчет. То есть, если в этот промежуток времени у кого-то уменьшилось количество членов семьи, либо кто-то вышел на пенсию и будет оплачивать по льготной основе, то тазалык готов провести перерасчет. И по поводу... Если Да. какие-то есть ошибки Да. в квитанциях, то кому Да. позвонить? Назовите, пожалуйста, не знаю, там вот у мэрии есть короткий номер, может быть, в тазалыке есть номер, по которому абоненты могут звонить, чтобы им там... Потому что какие-то пришли кому-то по 10, по 12 тысяч, люди говорят, какие-то астрономические цифры. Да, 345102 есть номер, и Ростовская 19Б, вы можете обращаться всегда. А по поводу вот больших сумм, 10 тысяч, вот еще вот тоже внесу ясность. Вот смотрите, так получается, что вот когда сменяется частник на Октябрьском районе, к сожалению, посередине страдает только тазалык. В настоящее время тоже. Мы вывозим мусор, но, к сожалению, какая-то часть населения по-прежнему оплатила за прошедший месяц БВРу. Это для нас, конечно, упущенная выгода. То же самое было в январе месяце. Когда в январе месяце предыдущая компания, которая обслуживала район, уходила, все свои долги она оставила на плечи тазалыка. Это 12 миллионов сомов. То есть вот до Нового года все, что были, потому что БВР не захотел брать ни копейки долгов. БВР сказал, я начинаю с чистого листа, мне не интересует, я захожу в район с чистого листа. И вот те 12 миллионов, которые у нас остались с прошлого года, с прошлой частной компании, мы их просто так никуда деть не можем. И те счета сейчас некоторым жителям Октябрьского района, а это примерно около 6 тысяч жителей, которые имели прошлые долги, 12 миллионов, вот я вот потом журналистам дам копии, приходят счета с другой суммой. То есть, вот представляете, да, для этого жителя, он в январе месяце, до января месяца, вот, а я вот дам вот пример, 5-й микрорайон, дом 56, 12 938 сомов. Этот абонент был должен до января текущего года. И тут, представляете, в январе месяце ему вдруг приходит от БВР счет всего с 41 сом. Все, у него обнулилось все. Но на самом деле не обнулилось, этот долг остался, этот долг висит на шее тазалыка. И те ребята, которые в настоящий момент сейчас пишут, что почему долги, те, которые забыли вы, сейчас обратно вспоминаете, никто долги не забывал. Вот, уважаемые жители Октябрьского района, именно 5 тысяч, около 5 тысяч человек, у вас имеются задолженности. Поэтому вам приходятся счета каждого из вас. Я поделил между инспекторами, каждый из вас может по телефону к нам обратиться. Мы каждому из вас посредством WhatsApp переписки, посредством нарочно, мы принесем распечатку задолженностей по месяцам.
и покажем. Потому что некоторые писали в комментариях, что причем остальные жители Октябрьского района, они думали, что вот этот долг как бы на всех жителей распределили. Нет, 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 только тем жителям, у которых были долги. Это вот тоже очень важно. Добавить? Не, дерьма вычах, лонча. Саламатсыздар ғой, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Бүгүнкү күндө Октябрь районунда таштанды маселеси боюнча көп суроолор жаратылып атат. Жаныбек Аманович айткандай, эми соттук териштирүү иштеринин негизинде, мыйзам негизинде кийинки иштери каралат. Бирок мен өзүмдүн муниципалдык инспекциясы катары маалыматын айтып коелу. Жылдын башынан баштап БВР ЖЧКсы тарабынан Октябрь районунда таштанды чыгарып келген. Муниципалдык ишканасы тарабынан күн сайын кыдыруу иштери жүргүзүлөт. Башкача айтканда таштандылар убагында чыгарылып атабы, жанакы Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелери бар. Правила благоустройства города Бишкек дейт. Ушул жерде жазылып турат, контейнер таштандылардын тегереги таза убагында таштандылар чыгарып туруш керек деген талаптын негизинде биздин инспекторлор тарабынан кыдыруу жүргүзүп, БВР ЖЧКсына жылдын башынан майдын аягына чейин 21 протокол түзүлгөн. Булар өз убагында таштанды чыгарган учурларда графикти сактабагандыктан же болбосо жанакы ар бир райондо МАП башкармалыктар бар, МАП муниципалдык аймак башкармалыктардын актылары дагы бар. Ошолор менен биргеликте кыдырып, актын негизинде түзүлгөн протоколдор болуп эсептелет. Муниципалдык инспекцияга бүгүнкү күндө Бишкек вторресурс болобу, тазалык ишканасы болобу, бизге айырмасы жок. Эң негизги шаар таза болуш керек, ким чыгарбасын, таза иштеш керек. Маалымат катары айта кетүүчү нерсе, июндун 15-инен баштап Октябрь районунда тазалык ишканасы таштандыларды, катуу тиричилик таштандыларды чыгарып атат. Тазалык ишканасы дагы таштандыларды өз убагында чыгарбаган, анын массалык маалыматтар каражаттарында да көп маалыматтар чыгып атат. Убагында чыгарганга жетишпей калган учур болгондук фактылардын негизинде бүгүнкү күндө инспекция тарабынан 5 протокол түзүлдү. Ошол себептен тазалык ишканасы дагы мынакей аракетин кылып атат, но бирок бизге айырмасы жок. Баягы кээ бирөө тазалыкка жазбай атат, эмне себептен деген БВРдин дагы сөзү болуп калбасын. Ошол себептен мынакей БВРге дагы түзүлгөн протоколдор бар, и тазалыктын өкүлдөрүнө дагы түзүлгөн протоколдор бар. Кыскача ошол. Коллеги, пожалуйста. Еще можно, да, вот Да, да. такое ощущение, что я, наверное, ну, так как меня это касается, не знаю, где живут коллеги. Рамис, наверное, вам будет вопрос. Вот вы так обмолвились по поводу бывшего руководства Тазалыка. Насколько, если мне не изменяет память, по-моему, когда задерживали бывшее руководство Тазалыка, там должен был возместить какой-то ущерб государству, и, наверное, тогда туда же должны были войти эти все долги, это первый вопрос. И, наверное, второй вопрос вам будет, Жанбек Аманович. Вот вы сказали, что наш многострадальный Октябрьский район будет обслуживать только Тазалык впредь. Опять же, может, меня подводит память, но если она меня не подводит, то согласно этому контракту ЕБРР, по которому у нас идет проект, там, по-моему, было одним из требований, чтобы район, хотя бы один район обслуживал аутсорс, что-то надо передавать на аутсорс. И, возможно, по-моему, это вот прописано в контракте с ЕБРР. Но я могу что-то путать в плане второго вопроса. А можете прокомментировать вот с долгами Тазалыка, которые остались от Сапашева, от его команды, который было уголовное дело? Я на второй вопрос сперва отвечу, да? То, что касается вот этих условий, насколько я знаю, таких не было, что один из районов должен обслуживать аутсорсинг частная компания.
Но это я еще раз говорю, что горький опыт наш показал, что пока наши компании, которые до этого не готовы обслуживать наше население по вывозу мусора, то есть твердобытовых отходов. Потому что будет тазалык, я вам говорю, что сравните просто, как все уже знают через социальные сети, через средства массовой информации, каким был тазалык 2-3 года назад, да, и какой он сейчас становится. Вы население уже чувствуем, мы все знаем, сколько техника покупается. Сейчас, например, уже в нашем районе уже, по-моему, 5 машин новых машин. 4 машин новых машин. Остальные, которые, они тоже очень в хороших состояниях. И поэтому, раз создано это муниципальное предприятие тазалык, она будет у нас работать впредь. А по БВР, я же говорю, что идут сейчас судебные разборки или там тяжбы. Это в рамках законодательства будет рассмотрено. Да, по первому вопросу, на самом деле, такая тема щепетильная по поводу бывшего руководства, потому что, да, вы правильно говорите, недавно бывшим руководством тазалык было возмещен ущерб, по-моему, около 5 миллионов сомов, и у нас было принято протокольное решение было на эти 5 миллионов построить помещение, здание для сотрудников тазалыка, именно для обонслужбы. Сейчас обонслужба очень остро нуждается в помещении, там 82 человека сидят там на 50 квадратах, и вот как раз те возмещенные средства вот бывшим руководством тазалыка, это вот пойдут на строительство нового здания для сотрудников тазалыка. Если, конечно, к нам они придут, мы сейчас ждем решения правоохранительных органов, и вот как только деньги перечислятся, мы на эти деньги будем строить здание. А касательно того, что да, бывшее руководство, но вот сейчас вот это бывшее руководство, которое ранее вот и возмещало эту сумму, сейчас это в настоящий момент это руководство БВР. То есть сейчас директора БВР или директора по производству, либо там по промышленной части отвечающие, это вот как раз таки те руководители, с чьей стороны был возмещен ущерб. Спасибо. Ага. Вопросы? Еще вопросы? Да, В течение 2 месяцев набор новых грузчиков, водителей завершился этот год, и все еще требуются работники. Грузчики, действительно, когда открылся Октябрьский район, когда нам передали Октябрьский район, нам пришлось набирать туда отдельно грузчиков. На сегодняшний момент укомплектованность грузчиков составляет где-то около 75%, где-то 75%, 25% нам еще нужны, если в количественном выражении это около 15-10 грузчиков нам нужны. Как раз завтра им будет выдана первая заработная плата по новой системе. Это сдельная оплата труда. То есть за каждую тонну теперь мы грузчикам даем 143 сома. Вот забегая вперед, могу сказать, что рекорд грузчика, который вывез больше всего мусора с города, составил около 80 тысяч сомов. То есть грузчик, есть рекордсмен грузчик, который получил 84 тысячи сомов. Я думаю, после этого интервью, наверное, у нас проблемы с грузчиками не будет, наверное, к нам. Что будет со Свердловским? Будет ли работа на аутсорс Свердловским? Свердловский на саночистках. Вывоз мусора, саночистка, тендер объявлен. Ага, но у меня информации нет по этому факту. еще вопросы? Может, есть что-то добавить? Азыркы учурда ошол БВР компаниясы бир-эки машинеси менен ушундай бир эме кылып атышат, баягы мусор биз чогултуп атабыз, бирок анын баары чындыкка жатпайт. Андан тышкары булар ошол бир-эки машинеси менен чыккан калдыктарды, мусорду алып барып, Чүй областынын бир свалка кандай бир эмесине төгүп атат да, бир полигонуна төгүп атат. Bunun баары албетте туура эмес иш, ал боюнча азыр
териштирүү иштери жүрүп атат. Анын баарын токтотуш керек. Себеп дегенде Бишкектен чыккан калдыктар биздин Бишкек санитардык полигонуна гана топтолуш керек да. Булар болсо азыр бир компания менен түзүп алдык, мындай кылып алдык, анын баары бирок териштирип, анын үчүн булар жооп беришет. Уже териштирүү жүрүп атат. К сожалению, компания БВР в настоящее время двумя машинами, две машины создают видимость, что они работают, что вывозят этот мусор с Октябрьского района, но это неправда. В социальных сетях разные какие-то вставляют, но и вывозят этот мусор как несанкционированный полигон, мусорный полигон в Чуйской области. Это запрещено, потому что вывозить мусор за пределы Бишкека, кроме Бишкекского санитарного полигона, это нельзя. Поэтому сейчас мы уже соответствующие органы по данному вопросу работают. И в ближайшее время это все, вот этот сам вывоз мы уже прекратим. Мен Октябрь районунун тургундарына кайрылып элем. Биринчи мындай өз тазалык муниципалдык ишканынын жетекчи катары сиздерден кечирим сурайм. Анткени бүгүнкү айтылган маселе негизи сиздерге тиешелүү эмес. Бирок сиздерден бир нерсени сурайм дедим эле. Сиз Октябрь районунун тургундары, өз Октябрь районунда турасыз, көрүп атасыз, ким тазалайт. Сизди бир ошол тазалыкка биз жардам берүүгө чакырып жатам. Бул жардамыбыз, эгер сиз бизге мындай расмий баракчага, Instagram баракчасына ошол видео фактарды, ким фактически ким ошол таштандыны чыгарып жатат, ошол видеого тартып, тазалыкпы же БВР ошол жактан жардам берсеңер, тазалыктын жамааты, анан мен разы болмокмун да сизге. Рахмат. Я бы хотел в первую очередь извиниться перед жителями Октябрьского района. Я понимаю, что сегодняшняя проблема, она как бы в идеале не должна была касаться их. И здесь немножко, когда заходит дело о репутации Тазалыка, я хотел бы вас позвать на помощь. Вы живете на этом районе, вы можете посредством видеофиксации отправлять нам видео на официальную страницу МП Тазалык, инстаграм-страницы, где фиксировать, кто осуществляет фактический вывоз мусора. Это Тазалык машины, либо БВР машины. Спасибо всем. Рахмат, на этом мы тогда завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. Рахмат. Спасибо.